Здравствуйте! В эфире информационный выпуск, в студии Ирина Жданова. В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых и интересных событиях Южно-Якутского региона. В феврале по всей республике проходит традиционный отчет правительства. Такая форма работы в Якутии практикуется с 1999 года и дает возможность населению напрямую озвучить проблемы, требующие решения. Одни из первых с представителями руководства встретились жители Нерюнгринского района. В поселениях сначала были организованы личные встречи, после этого публичный отчет. Многие вопросы, с которыми обратились граждане, уже решаются. Некоторые еще предстоит решить. Для Южной Якутии это множество конкретных дел, которые уже хорошо повлияли на качество жизни, отметил Кирилл Бычков. Вопросы общие такие жители ставили и по качеству работы управляющих компаний, по поддержанию своего жилья. Но здесь я думаю, что очень много вопросов действительно решено, но те вопросы, которые остались, они в ближайшее время тоже найдут свое решение. И нет никаких сомнений, что с каждым годом вот этих вот с таких сложностей и острых вопросов будет все меньше и меньше, а будет больше все-таки на развитие, на поддержку и на рост. С первых дней специальной военной операции волонтерские движения Нерюнгринского района ведут активную работу по поддержке земляков, которые находятся в зоне боевых действий. Совсем недавно очередная партия гуманитарной помощи поступила в Ростов-на-Дону. А уже оттуда силами волонтеров была доставлена непосредственно бойцам, медицинским батальонам по всем направлениям. Иван Лазаренко выехал с группой добровольцев и готов рассказать о том, как организуется такая работа. Наш следующий репортаж с места событий. В первых числах февраля волонтерским движением «Зов Севера» из Нерюнгри была отправлена очередная партия гуманитарного груза. Неравнодушные жители всего района собрали более 8 тонн всего необходимого землякам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Часть груза из Ростова-на-Дону отправилась в опорный пункт в Новоазовск, а часть сортируется и отправляется по направлениям непосредственно силами волонтеров. Мы разгружаем груз, который мы сегодня встретили, гуманитарный. Это у нас идут направления именно госпитали, медбаты, наши медвзводы. Здесь у нас лекарственные препараты, оборудование, одежда, в том числе и медицинская одежда, и одежда для раненых наших бойцов, и многое другое, то, что запрашивали наши военные медики. Первым пунктом поездки стал медицинский батальон, дислоцированный в городе Донецк. Там несет службу наш земляк, нерюнгринец. И по его заявке был собран и доставлен груз всего самого необходимого для батальона на данный момент. Это лекарства, препараты и перевязочный материал. Тут мы привезли еще отдельно коробка со спасибо военным медикам от медиков ДЦП-центра города Нерюнгри. Здесь у нас также детские сады собирали. Вам приветики небольшие. Мы передали письма, передали вкусняшки и лекарственные препараты, что очень важно. Бывает и такое, что централизованное снабжение по тем или иным причинам задерживается. И в такие моменты волонтерская помощь приходится как никогда кстати. Вот здесь вот на складе все волонтерское. Все приходит. Ну, самим иногда приходится искать где-то. Вся гражданская медицинская инфраструктура Донецка перепрофилирована под военные госпитали для оказания оперативной медицинской помощи раненым бойцам и пострадавшим в результате обстрелов мирным жителям. Среди гуманитарного груза из Нерюнгринского района медикаменты и препараты и для 24-го госпиталя города Донецк. За время СВО нас очень много и часто получали волонтеры. Работа с волонтерами очень важна. Потому что, особенно в начале СВО, когда был сумбур, когда не хватало много медикаментов, перевязочного, волонтеры вытащили на себе функцию снабжения лечебных учреждений. Складываются не просто формальные отношения, да, а дружеские, вот, такие совершенно новые формы общения между медиками и волонтерами. То есть мы одна команда и работаем все на общую победу. Работа по сбору, отправке и доставке гуманитарных грузов не прекращается ни на минуту. С каждым днем все больше и больше жителей Нерюнгринского района присоединяются к волонтерским движениям, прекрасно понимая важность этой работы. С хороших новостей начался этот год в Республиканском детском доме-интернате. Здесь установили уникальный тренажер. Это новая технология двигательной реабилитации детей с тяжелым диагнозом детский церебральный паралич. Изобретатель Юхан Гросс сам доставил 3 тренажера и провел обучение для сотрудников. Детки у нас особенные, и деткам очень нравится заниматься, так как они в этом тренажере видят другой мир. На тренажере занимаются детишки
по рекомендации врачей. Совместно со специалистами АФК, ЛФК, совместно с массажистами. Мы начинаем с разминочки. У нас где-то полчаса идет разминочка. Потом мы полчаса занимаемся. У нас есть комплекс упражнений. И мы начинаем по этому комплексу с детьми заниматься. Опыт показывает, что в 90% случаев после применения такой методики появляются самостоятельные движения, ранее не наблюдавшиеся у ребенка. А в половине случаев активируется развитие эмоционального и речевого общения. Еще одно значимое событие, которое не осталось незамеченным, это открытие нового аэровокзального комплекса. Отметим, что это 10-й аэропорт в республике, реконструированный в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». И сейчас пропускная способность выросла в 3 раза. Обработана на 20% больше груза, чем в аналогичный период прошлого года. Расширилась маршрутная сеть. Все это позволило аэропорту Нерюнгри стать лауреатом национальной премии и победить в номинации «Лучший малый аэропорт года». Екатерина Павлова продолжит тему. Обновленный аэровокзальный комплекс Нерюнгри был открыт в декабре 2023 года. С этого времени вырос пассажиропоток, расширена маршрутная сеть аэропорта. Введены прямой рейс в Красноярск и чартерные перелеты по маршруту Нерюнгри-Эльга и обратно. В этом году за январь, получается, тоже по сравнению с предыдущим годом, то есть было 21 300 пассажиров, то есть между 1000 между. Сейчас мы 25 200, то есть между перевыполнение плана примерно на 16%. Сегодня пассажиры обновленного аэропорта пользуются современной системой обработки багажа, информационными экранами, просторными залами ожидания с учетом потребностей маломобильных групп населения, подъемным транспортом, залами повышенной комфортности. Сотрудники тоже отмечают значимое улучшение качества условий их работы. Вы, наверное, обращали внимание, если пользовались услугами аэропорта, что у нас обычно на стойках регистрации сотрудники одетые сидели в шапках и в варежках, можно сказать. Сейчас девочки у нас красивые, в рубашках, в туфельках. Ну, конечно, мы рады, что у нас появилось новое место, новое пространство. Новый аэровокзал сыграл ключевую роль в улучшении работы аэропорта. И победа в престижной номинации еще раз подтверждает это. Сотрудники госавтоинспекции Нерюнгринского района перешли на усиленный режим несения службы. Профилактические мероприятия направлены на выявление нетрезвых водителей и других нарушений правил дорожного движения. Экипажи ДПС не только обеспечивают безопасность на трассах, но и оказывают помощь при возникновении трудных ситуаций. Так, недавно завершилась оперативная операция под названием «Автобус». Основной задачей стало повышение безопасности пассажирских перевозок автобусами и снижение уровня аварийности. Инспекторским составом отдела была проведена комплексная проверка около 100 транспортных средств в категории D, М2 и М3. В итоге выявлено 14 административных правонарушений. Управление транспортным средством с отсутствующей диагностической картой, подтверждающей допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, управление транспортным средством без тахографа, либо без карты водителя для тахографа, либо с нарушением установленных нормативно-правовых актов Российской Федерации требований к использованию тахографа. Управление транспортным средством с нарушением правил перевозки пассажиров, то есть перевозка пассажиров сверх количества предусмотренного конструкции транспортного средства, проезд регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. По 7 фактам возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных и юридических лиц, которые допустили факт выпуска на линию транспортного средства. По результатам административного расследования виновные лица будут привлечены к административной ответственности, будут внесены представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Каждый год в феврале в республике отмечается День родного языка и письменности. Общественная организация «Саха-Аймах» проводит множество мероприятий, направленных на популяризацию языка древнего эпоса Аланхо. Чтобы вспомнить свои исторические истоки и традиции, в Нерюнгри был организован фестиваль «Сквозь века». Участие в нем приняли представители различных национальных общин, образовательные учреждения и семейные коллективы. Бурятская автономия сегодня на этом мероприятии представила вам начало пролога героического эпоса ГСР. Там говорится, как наша земля-мать, как создавалась, как родился сам богатырь ГСР, как родился. Вот начало всех начал, как земля на этом свете, как только-только появилась. У нас община очень молодая, нам год в этом году всего исполнился. Пока она насчитывает где-то порядка 10 человек, из них 5 актив. Стараемся по возможности
во всех мероприятиях представлять свою диаспору, нести свою культуру и самобытность в люди. В продолжение темы. Объединение дополнительного образования также ведет активную работу по изучению и сохранению исторических ценностей и культурного наследия. Так, недавно впервые был организован открытый урок «Якутский язык для начинающих». Всего в объединении занимаются около 20 ребят с 3 по 8 класс. За 3 месяца учащиеся уже овладели базовыми знаниями, начали разговаривать на якутском языке и активно принимают участие в различных мероприятиях. Цель нашего объединения – это научить наших детей якутскому разговорному языку, пониманию этого языка, общению на этом языке. Руководителем назначена Данилова Антонина Зотовна, педагог. Она раньше работала в этой СОШ номер 2. Работают они кто-то по индивидуальному графику, потому что они работают вне учебных занятий, все из разных школ, поэтому преподаватель свое расписание подгоняет под их график. А вообще занятия проходят 2 раза в неделю. По 4 часа, и плюс там час дается на творчество, то есть для работы домашних заданий, каких-то олимпиад проводят, викторины проводят в рамках дополнительного образования, как внеклассные мероприятия. Новости спорта. Сборная Якутии по боксу готовится к новым соревнованиям. Тренировки проходят 2 раза в день. В середине января с первенства республики по боксу среди девочек, девушек и юниорок серебряную медаль в Нерюнгринский район привезла Ксения Шамраева, воспитанница спортивной школы «Лидер». Кроме заслуженного восхода на пьедестал победителей, Ксения стала частью сборной команды Якутии по боксу для участия в международных спортивных играх «Дети Азии». Очень хорошие сборы. Вся программа была выполнена, и отдых, все было организовано. Все благодаря старшему тренеру Васильевой Оксане Владимировне. С новыми достижениями продолжают свою спортивную карьеру и девушки из команды по волейболу. Нерюнгринки одержали победу на первенстве республики. Копилку наград пополнили медали в личных достижениях. Нике Давыдовой присудили звание «Лучший игрок». Софья Демешко стала лучшей связующей. Девушки тренируются 3-й год. Хотя это не так много, но команда уже достигла больших успехов. Многие из них планируют после школы продолжить занятия по волейболу. Очень тяжелый турнир. Как мы там шли по сетке, у нас 4 игры, 2 в группе, и потом полуфинал, финал. Там и пишут, они валидольные, действительно. Я не знаю, как я не седой приехал оттуда, потому что 2-1 мы вытаскивали на морально-волевых эти игры. И команды, уступающие нам в росте, где-то берут в защите. Они поопытнее, почти все команды много играют. Где-то берут в приеме. Мы нападение отыгрываем, мы блок отыгрываем. Но мы все-таки вытащили этот турнир. Это были все новости на сегодня. Будьте в курсе главных событий вместе с телеканалом «Якутия-24». До новых встреч!